В этом доме жила Иман Валерий Порохова. У них были коварные планы, да, обратить вас в христианство. Приветствую вас на канале Штаб татарской молодежи. Сегодня мы в гостях в удивительном доме. Мы в гостях у мужа известной переводчицы Корана Иман Валерии Пороховой. Ее мужа Мухаммеда Аль-Рошд. Хочется узнать, может быть, то, что еще не рассказывалось, то, что еще не снимали, какие-то такие вещи, вот просто о жизни. Ahlan wa sahlan, bismillahirrahmanirrahim, хвала Аллаху Господу миров, наилучшее благословение все наши пророк всего мира, всего мира, потому что Мухаммад послан для всех народов мира. Он последний пророк, который Аллах послал, чтобы на земле, чтобы направить людей на правный путь, и они жили по закону Божьему. Я родился в исламской, в религиозной семье. В религиозной семье. Да. Мой отец Шейх Саид Аль-Рошд. Он был одновременно учитель в школе, одновременно главный муфти нашего района, главный шейх нашего района. Он кончил высшая исламская школа в 1937 году. Да. 1937 году. И я жил в нашем районе, под Дамаском, кончил последний учеба в Дамаске и хотел продолжать линию отца. То есть вы тоже хотели пойти в религиозную профессию, да? То есть вот быть муфтием, имамом, да? Хотел именно мне очень Аллах, всегда отец повторил один хадис, что Аллах каждый 100 лет посылает человека, который обновит религию. Могу сказать, что религия не была немножко такая, она так, как вам сказать, тормозит, она такая, я смотрю, что она очень не совпадает с уровнем жизни нашего жизни. И я вступал в факультет арабского шариат, университет Дамаска, шариатский факультет. Так. В этом году, это было в 60-х годах. Сразу был вызов из Алжира, что нужно учителей арабского языка и религии в Алжир, так как она освободилась от французского колониализма. И я выбран, один из избранных меня. Там в Алжир, конечно, я считаю, что учить арабский язык и научить нашим братьям алжирцам ислам, это очень большая ответственность. С нами в Алжир, с нами рядом были русские специалисты. В городе, где я там работал. И иногда смотрят я смотрю, что это русские. Да, действительно, некоторых у них голубые глаза, синие глаза, но у некоторых черные глаза. Смотрю на этих некоторых людей, неужели это русских? И, наверное, это в воскресенье встречались, например, общались и так далее. Один говорит, я из Дагестана. О, ты знаешь, это мусульман. Нет, я не мусульман, я коммунист. Второй человек, он говорит, я таджик. Некоторые приехали специалисты, они через арабского языка, а некоторые через французского языка. Некоторое время были между ними, некоторые люди очень есть дружба, как будто я сир, например, некоторые говорят, как хотел в Сирии, меня в Алжир послали. Один из них говорит, я был в Сирии, я сейчас в Алжир, и сравнивает их между ними, и так далее. И иногда некоторые спрашивают, например, ислам элементарный такие, иногда одно слово, или что значит альхамдулилля, что значит бисмилля, что значит хасби Аллах. И вот, а что вы не знаете? Конечно, мы не знаем. И я думал, если у меня повезет, и, например, я буду продолжать учебу в России, я буду постараться знакомиться, что в России написано об исламе. А я приехал через 5 лет, я уже 4-й курс исламский факультет, шариатский факультет в Дамаске. У меня уже много опыт в Алжир, много лет, как вам сказать, состоятельность, машина у меня, квартира, услуга и так далее, и так далее. И думаю, общежитие где-то вообще 4 человека. И вы в общежитии? Да, понятно. И решили снимать квартиру. Так. Решили снимать квартиру. Это было в 1972 году.
Так, хронология. 70-й год вы приезжаете, Да. в 72-м году вы все-таки Чтобы снимаете. отрубили 2 года в Да, общежитии. да, два года отрубили. Да. Так, приезжаете, значит, снимаете квартиру отдельную уже сами. сами, да. Так, И оказалось, на этой квартире, в этом доме жила Имана Валерия Порохова. так. Да. Но она там не одновременно жила, а Она получается... жила там, и больше чем год назад она приехала, я снимаю квартиру на улице Крупская. Улица Надежды Крупской. Крупская. Так, то дом есть она 8, жила, дом 8. да, Она жила там. на Потом 5 этаже. уехала. На 5 этаже. Я снимаю квартиру на 6 этаже. А у нее остался друзья на 5 этаже. Приехала к ним в гости. Так. Приехала к ним в гости. Итак, сейчас у нас будет история о том, как Мухаммед Аль-Рош познакомился со своей будущей женой. Так. Да. В этом доме, где жила Валерия, у нее подруга была Наташа. Так. Наташа, она так смотрит на меня иногда, как вам сказать, встречались, здравствуйте и так далее. Нужна какая-то помощь, ты новый молодой человек здесь и так далее. Иногда у нас был такой маленький диалог. Но симпатии между ними от меня не было. Ну, просто она симпатичная девушка, просто не тот тип, который я, например, об этом думаю. А это была подруга, получается, Иман Валерии. Да. А когда Валерия приехала в гости, это Наташа, она сказала, у нас на 2 этаже один сирист такой симпатичный, это так далее, давай пойдем знакомиться тебе, я хочу, например, с ней продолжать знакомство. Она начала говорить, что, как с ума сошла, как ты можешь думать об этом, как ты можешь думать о сирийские, это люди... Да, другая религия, другой народ, да. Нет, ну пойдем. Я в это время, у меня уже 25 лет. Так, возраст. вам уже 25 лет. Так. Я знаю, что Мухаммад ﷺ женился именно в 25 лет. Так. Я сказал, о Аллах, я уже 25 лет еще холостым, и ваш пророк родился в этом году, в 25 лет он женился. Я тоже, почему я хуже, чем... Юношеский максимализм. Так, почему вы хуже? Почему? Дайте мне тоже жену, мне нужно тоже... Вы сказали, что вы не создали вас пара мужчина и женщина, чтобы знакомить, чтобы у вас приятно. Дай мне, пожалуйста, дари мне женщина, которая для меня будет радоваться, и которая будет для меня, приятно мне. Да. И То есть ваша родная душа. Да. И вдруг это звонок в дверь. Ага, так, значит, вы читали молитву, Да. можно сказать, да? Что Да. вот в этот момент вы читали молитву, вы, вот, можно сказать, создали такое намерение, да, какое-то, Да. вот вы почитали молитву, попросили жену, Да. да, у Аллаха. Правильно. Именно уже квартира есть, я доволен. Да. Хотел даже купить машину. Так. На пломбе, потому что зарплата у нас была хорошая. Хорошая, У меня да. 290 рублей от России, Ага. и 200 рублей еще из сирийской. Сирии. Да. Я думаю, что уже квартира, уже освободился от общежития, квартира есть. Взять попросил слуга, чтобы убрать, это не лучше женой. У нас слово «слуга» воспринимается, конечно, с таким оттенком не очень хорошим в России. Помощницу там может быть, да. Готов мне убрать, например, и так далее. И вдруг звонок в дверь. Когда открыли, смотрю, это Аллах послал, который ответ на мою молитву. Дорогие молодые люди, вот посмотрите, какой пример удивительный, да, какая вера и какое намерение у человека найти себе жену, пару, любимую женщину. И посмотрите, это работает. Удивительная история. Да. Так, звонок в дверь. Звонок в дверь. Когда смотрел, а Наташа идет, она сзади так немножко. Ага. Нет, наоборот. Наташа берет, и за ним от плечу. Ага. Еще одна барышня. Девушка, я смотрю на нее, думаю, неужели Аллах послал меня, потому что тип, который я люблю, между прочим. Ага. Я очень люблю такой тип. То есть вам понравилось уже сразу внешне, да? Внешне. И при себе я думал, посмотрим, наверное, это тип, который Аллах послал мне. Мы начали беседовать, чем ты учишься. Я сказал, жалко, что я не мог продолжать учебу по религии, я продолжаю инженерное. Начал говорить, надо тебе учить тогда русский язык, русский язык самый лучший язык мира, и начал хвалить русского языка. То есть Валерия хвалила русский язык, и русский, все вообще, она и русский все хвалила. Россияне самые лучшие, русские самые умные, русские самые красивые, русские самые... И начали хвалить их и в такой, как вам сказать,
стиль, что даже как мед для человека, не как, например, как пропаганда, пропаганда, именно в таких между строчками, так, чтобы человек сразу может поверить в этот. То есть, получается, Иман Валерия Михайловна, она уже вот в том юном своем возрасте, она очень убедительно говорила, да? Очень убедительно говорила. Ходили в кино, мы уже вернулись, провожали домой, сказали, нет, обязательно это, нет, не заходите, нет, я сказал, должен быть спокойно тебя, я не мог тебе, вдруг кто-нибудь тебе нападет в подъезде, так далее, и до этого. Вот, доктор Мухаммед, в 25 лет вы были джентльмен, да, знаток арабской поэзии, уже говорили по-русски. Да, конечно. И, конечно, там пока она сразу, у них ключ не была от квартиры, называла это звонок, мать открыла дверь и так смотрит на меня и заходи. Она вошла, и я... И вы домой. И домой. Через неделю опять встречались, так далее, значит, говорит, и она говорит, мама не говорит, кто это? Она говорит, нет. Я сказал, не может быть. Мама видела меня, должна спрашивать тебя, кто это. Некоторое время говорит, да, действительно, мама так интересовала и сказала, что это похоже, ты немножко какая-то там черта похожа на отца. Вот тогда. И через месяц я уже делали предложение и женились, конечно. Продолжали, конечно, говорить о арабском языке. Я помню несколько уроков, даю пятерка там. Она, конечно, начала улучшить мне русский язык. То есть, получается, вы взаимно начали друг другу помогать с языком, да? То есть вы немножко ее стали обучать арабскому языку сразу практически, да? И она начала вам помогать с русским языком, чтобы вам было проще общаться. А вы уже учились, получается, уже там второй курс и дальше, да? Уже второй курс, да. А вы же тоже 5 лет учились, да? По общей программе? Да, 6 лет, 5 лет, 1 год. Да, дополнительно вот подготовительный был, да? И 5 лет обучались. И получается, вы через месяц сделали предложение, вот, предложение было принято, мама вас тоже, Валерия Михайловна, привела, да? Вот, и даже вы говорите, что они сказали, что что-то в вас было похоже на папу. Да, это так и сказали. Какие-то черты. Глаза и лоб, так, похоже немножко на отца. На отца. И на этот, единственное, это спрашивает, это когда мы встречались, это с Надеждой Павловной, это мать Верни. Она говорит, вы не курите? Я сказал, нет. Она так для себя так... Галочку, да. Этот. Меня привез, когда приехал, например, приехал с цветами и сладости. И смотрит она в пакет, например. И я вышла на кухню, на этот коридор, и говорит, вот первый мужчина, который приходит без бутылка. Вот такой. Вот такой мужчина нужен. Доступно, она так сказала, после того я сделал предложение. Да. Она когда мне говорит, вот видите, вот мужчина, который приехал без бутылки. Я сказал, у нас бутылка запрещена у нас. Да, я смотрел в холодильник, у них свинья не было. Свинины не было. Свинины не было. Да. Я сказал, она говорит, у нас, я учительница Британский институт, и так много статей читал о вредности свинья. Потому что это хорошо, у вас так исламская семья. Свинья нету, алкоголя нету, курения нету, нет, великолепно. И продолжает так, пришло так о религии, допустим. У нее, у Валерия 3 тети. Вот фотография там, если помните. Там мать и 3 тети, да? У мамы 3 сестры у мамы. Да, 4 девушки, они считаются. Она считает себе, что как они родились в Пушкинском селе, которое около Ленинграда, и вместе с детьми, вместе с девушкой царь. Потому что отец Борохов, девушка дворянин, и они вместе так учились. И у них документы все, я помните, когда показали вам документы, что это. И начали говорить, они говорят, скоро Мухаммед не вращает христиане, это православие. То есть у них были коварные планы, обратить вас в христианство. Я представляю, посмотрим, кто кого. Ах, так, кто кого. Кто кого.